Подводим итоги нашего ледового фестиваля, который проводится второй год. В прошлом году в честь открытия мы здесь сделали фестиваль «Мир волшебного Саякян-Саян» по мотивам легенд и сказок Якутии. В этом году мы тему поменяли, и значит это по персонажам знаменитых сериалов, блокбастеров, мультфильмов, которые заинтересуют гостей нашего города и республики. Поэтому сейчас вы увидите там 10 конкурсных и один внеконкурсный ледовые композиции, которые сделали ансамбль с видом, панорамным видом на город. Во главе этой композиции стоит «Железный трон с Игры престолов», «Дом драконов», который будет... «Дом дракона», который будет, конечно же, один из интересных зон для фотосессии и так далее. И после вечером может выйти, полюбоваться. У нас каждый раз участвуют и самые лучшие команды нашей республики. Вы все знаете, что мастера наши якутские знамениты на весь мир. Тут многократные чемпионы, победители международных конкурсов. Есть молодые мастера. Молодых мастеров тоже мы поддерживаем. Поэтому пусть победит сильнейший. Уважаемые гости, ну а пока мы услышим имена победителей, я прошу отключить свет у нас в зале. Уважаемые коллеги, помогите мне убрать свет в зале, пожалуйста. Приближается какой праздник, друзья? Подскажите ко мне. Этот тоже убрать. Самый добрый праздник детства это какой? Новый год. И какой же Новый год? Самый главный герой. Давайте закроем наш шоу, да. Какой же самый главный герой Нового года? Скажите мне. Дед Мороз. Кроме Деда Мороза. А кроме Снегурочки? Эльфы. Кроме эльфов? Елочка, конечно же, новогодняя. Друзья, в центре нашего парка, как вы видите, располагается елка. Но она пока не горит. Давайте мы все с вами отчитаем дружно от 10 до 1 и скажем «Елочка, гори». Хорошо? Поехали! 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Елочка горит! Давайте поздравим друг друга. И можно уже свет в зал. Вот так вот новогодняя елочка. Ну, мы скромно говорим, что у нас третья по важности елка после елки главы мэра. Надеюсь, не ошибаемся, потому что мы стоим, вот видите, да, какой интересный вид, как располагается елочка, вид на город, ну и еще украшенная территория ледовыми фигурами, но это само за себя говорит. Ну что ж, все, готовы услышать имена победителей ледового фестиваля парка активного отдыха «Гурдель». Поехали! Перед этим я даю слово наш председатель жюри Федор Иванович Марков, наш знаменитый мастер, народный мастер, и член жюри Алексей Андреев, международный, многократный чемпион международных конкурсов. Как вы видите, вот колонны, это его работа, резьба по дереву. Алексей, давайте расскажем слово, как вы оценивали критерии и так далее. Мастера. Здравствуйте, всех поздравляю с новогодними праздниками. Ну, фестиваль очень насыщенно, напряженно, судить было очень тяжело. Погода тоже стояла, но сегодня еще чуть потеплее, получше. Да, ребята усердно работали все 4 дня. И такие впечатления, что нас радует, очень радует, что молодежь очень оживляется. И даже вот сейчас хочется, если было взять их куда-нибудь на международные конкурсы. Ну, как я сказал, было очень тяжело сидеть.
постарались с Светом Ивановичем, с Аяном Алексеем Николаевичем. Ну, сейчас результаты объявят. Победителей. Итак, уважаемые гости, дорогие друзья, начинаем награждение ледового фестиваля, то есть открытого фестиваля ледовых скульптур «Песнь льда и света». Сертификат участника вручается Игорю Зуеву. Под ваши бурные горячие аплодисменты. Каждому участнику конкурса по 20 000 рублей вручается сертификат участника и денежные средства 20 000. Активно поддерживаем мастеров, которые работали несмотря на холод. Так, позируем. Несмотря на холод, на тяжелые условия труда. Сертификат участника получает, это, видимо, команда, да? Юрий Тарабукин и Станислав Казаренко. Аплодисментами приветствуем. Ребята точно так же получают полагающуюся денежную премию. Ребята молодые, перспективные, талантливые, желающие творить, созидать. Так что аплодисментами двойными. Так, следующая команда у нас награждается Иннокентий Табунов и Касьян Мележекский. Приветствуем аплодисментами. Позиция Человек-паук. Следующая команда у нас Лапаров Григорий и Максим Ушницкий. Сертификат участника открытого фестиваля ледовых скульптур «Песнь льда и света». У них работа Минчука Анатолий. Ребята из Катинского улица, аплодисменты мастерам. Молодцы! Спасибо вам за творчество. Следующая команда, которая выйдет за своим сертификатом, это Иннокентий Федоров и Григорий Максимов. Иннокентий, Григорий, мы вас приглашаем. Видимо, в зале отсутствует, да? Ну, обязательно сертификат и вознаграждение найдет своего хозяина, мы передадим. Следующая команда, которую мы хотим сюда пригласить, это Константин Колодесников и Николай Колодесников. Николай Константин. У них герой Веном. Как правильно будет? Вот, аплодисменты. Любимчик всех героев, всех детей, герой Веном. Пожалуйста. Следующий сертификат участника вручается команде Николаю Ушницкому и Аялу Никитину. Подборные темные аплодисменты. Усть-Албанский ВУЗ представляет ребята. Погоня за счастьем, страта, отрывок из ледникового периода. Аплодисменты. Талантливые мастера из районов республики объединились, чтобы сотворить великолепный ансамбль в парке активного отдыха «Урдек». Итак, мы открываем тройку призеров. Объявляется бронза сейчас. Внимание! Третье место в открытом фестивале ледовых скульптур «Песнь льда и света» занимает команда Василия Васильева и Валерия Стручкова. Аплодисменты! Денежная премия в размере 70 000 рублей. Их работа называется «Долина примирения. Наруто». Я так понимаю, это японское аниме, примерно по названию сюда.
Так. Сертификаты ребятам, мастерам обязательно. И дипломы не забудьте вручить. А мы все это время без конца аплодируем. От этого заслужили, друзья. Работать на поводе, творить изо льда, что-то делать, это мега сложно. Ребята справились. Спасибо. Серебро нашего фестиваля сейчас вручаться будет. Ага, и второе место, дипломом второго места на открытом фестивале ледовых скульптур вручается Дмитрию Максимову и Герасимову Максимову. Герасим Дмитрий Максимов, вы! Денежная премия в размере 100 тысяч рублей, друзья! Аплодисменты погромче! У них композиция «Аватар». Есть тут фанаты «Аватара»? Можете похлопать, поддержать. Друзья, ну а сейчас мы будем награждать победителя. Для этого я сюда хочу к Алексею Николаевичу за компанию пригласить министра предпринимательства, торговли и туризма нашей республики Тимура Юрьевича Ханды. Пожалуйста, под ваши теплые аплодисменты. Для нас очень большая честь принимать представителей нашего правительства, поэтому аплодисменты для вас. Возможно, пару слов для приветствия, пожалуйста. Добрый день, друзья, спасибо за такую честь первое место. Вообще, вот я вижу Федора Маркова, сразу не знал, извиняюсь. Это мой сосед, это друг моей бабушки, это человек, который красторезное искусство начал делать. Он обучил всех. Мой отец тоже постарался. Вот, поэтому это все близко ко мне, я вас всех поздравляю за это участие. Вот, ну и первое место, да, получается, Алексей? Да. Давайте вы это. Итак, друзья, лучшими на открытом фестивале ледовых скульптур «Песен льда и света» признается работа команды Архипа Скрябина и Николая Петрова. Аплодисменты! Денежная премия в размере 150 тысяч рублей. Их композиция называется «Королева драконов». Правильно, да? «Королева драконов». Ну, это что-то из разряда «Бог драконов», видимо. Аплодисментами давайте поприветствуем победителю республиканского фестиваля ледовых скульптур «Песен льда и света». Награда находит своих хозяев, и мы перед вами представляем победителей фестиваля, друзья. И еще памятный кубок, скульптура в виде льда. Сахари таланах мастер Даргар. Урой! 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 Сейчас мы открываем парад награждений спецпризами нашего ледового фестиваля. Помимо основных призов у нас еще специальные призы. Уважаемые коллеги, помогите мне, пожалуйста. Спецприз, я так предполагаю, у нас предоставлен от наших партнеров. И самым первым вручаем спецприз Николаю Ушницкому и Никитину Аялу. Замечательная команда сегодня получает приз. Молодых мастеров.
Татьяну Мегижельскому и Иннокентию Тупонову. Сертификат от охотного дома «Учу». Огромное спасибо, благодарность нашим партнерам, благодаря которым мы сегодня имеем честь поздравлять наших мастеров. Следующий спецприз отправляется Григорию Максимову и Иннокентию Федорову. Также сертификат, инструмент, практическая помощь нашим дорогим незаменимым мастерам. Николая Колодезникова и Константина Колодезникова мы приглашаем сюда за спецпризом. Бензопила ваша ждет. Мы тоже приветствуем аплодисменты. Максим Ушницкий и Григорий Лопаров сегодня получают сертификат от «Учун». Лучшие товары для самой благодатной охоты. Тоже молодые ребята. Тоже приветствуем энергичными аплодисментами. Мы сегодня под звуки ваших праздничных аплодисментов хотим вручить благодарственные письма членам жюри Алексею Васильевичу Андрееву и Федору Ивановичу Маркову. Под теплые аплодисменты всех почитателей дубовых скульптур. Дорогие друзья, наш ледовый фестиваль проходит точно так же, как и «Вкус Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии». Пусть зимой холодно, пусть зимой туманно, но мы всегда находим повод для радости. И ледовый фестиваль «Зима начинается в Якутии». «Вкус Якутии» – это большой огромный праздник. Спасибо всем за внимание. Ну а сейчас мы переходим к торжественной церемонии подведения итогов гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Уважаемые наши мастера, мы вас приглашаем на второй этаж нашего банкетного зала, где для вас накрыт вкусный стол, ну и пообщаться в теплой компании друг друга, подвести итоги, поговорить. Да. Всех мастеров мы приглашаем на второй этаж нашего банкетного зала.